С именем Аллаха Милостивого Милосердного, хвала Аллаху Господу миров, который ниспослал Коран как откровение для людей и чудом, который подтверждает миссия последнего из пророков Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, неизменно с того дня, как он был ниспослан пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Коран является чудом и откровением. Каждый мусульманин должен стремиться к изучению Корана, на что побуждает сам пророк саллаллаху алейхи вассалям в своем хадисе: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ана ва алламах». Наилучшим из вас является тот, кто изучил Коран и обучил его другому. Пророк саллаллаху алейхи вассалям в своем хадисе говорит: «Аллади якрау аль-Кур'ана ва хуа махирун бихи ма'ас сафарати аль-кирами аль-барара». Поистине тот человек, который читает Коран правильно, произнося все его буквы с таджвидом, с махраджем, поистине тот человек будет в судный день вместе с почетными ангелами. В хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям обозначает, что тот человек, который читает Коран, Коран будет ему заступником в судный день. В другом хадисе посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма говорит, что когда настанет судный день, когда раба воскресят, то к нему подойдет Коран и скажет: «Узнаешь ли ты меня?» Человек ответит: «Нет, я тебя не узнаю». Тогда Коран ему ответит: «Я тот, из-за которого ты не спал ночью, из-за которого ты днем проводил время, читая. Я являюсь Кораном, которого ты читал». Поистине сегодня каждый человек пришел со своим вознаграждением, и самое лучшее вознаграждение — это я. Коран ответил для этого человека, и этому человеку будет дано в раю величество и бесконечность. И родителям этого человека будут надеты одеяния из рая, на что родители скажут: «Откуда это нам?» И тогда им скажут, что это из-за того, что ваш ребенок взял Коран и стал его читать. В другом же хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Аль-Курану шафи'ун мушаффа». Поистине Коран является заступником, и его заступничество будет удовлетворено. И Коран будет оспаривать того человека, который не будет его придерживать. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, что тот человек, который поставит Коран перед собой и будет следовать ему, что этого человека Коран ведет в рай. И поистине тот человек, который поставит Коран позади себя, то есть оставит его на последний план, такого человека Коран загонит в ад. Пророк саллаллаху алейхи вассалям в своем хадисе говорит: «Ла хасада илля фиснатейн», что человек не имеет права проявлять зависть, кроме как двоим. Это кто же эти двое? Пророк саллаллаху алейхи вассалям обозначает, что это раджулун атаху Аллаху аль-Кур'ана ва хуа якуму бихи ана аль-лейли ва ана ан-нахар. Человек, которому Аллах даровал Коран, которым он встает и ночью, и днем, читая его. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ وَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. И тот человек, которому Всевышний Аллах даровал богатство, посредством которого он помогает людям на пути Аллаха и во благо всем людям. Из этого хадиса мы понимаем, что тот человек, который читает Коран, что этот человек находится на высшем ступени. И тот человек, которому Всевышний Аллах даровал имущество, если он расходует его на пути Аллаха во благо людям, то этот человек тоже находится на высшем уровне перед Аллахом. И завершая, хочется сказать слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, который передал Умар ибн Хаттаб, что поистине Коран является причиной возвеличивания людей и унижения. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Инна хазал Коран ярфа Аллаху бихи акваман ва ядау бихи ахарин», что поистине Аллах возвеличивает этим Кораном одних людей и унижает других. Да пусть Аллах сделает нас из тех, которых Аллах возвеличил перед собой и в этой жизни, и в ахирате. Алхамдулиллахи раббил аламин.